Лицом к будущему. Благотворительный проект пластических хирургов из Канады и Америки снова в Ульяновске. Приезд зарубежных врачей в наш регион в июне стал доброй традицией. Это уже 5-я юбилейная миссия проекта в областном центре. Специалистов проекта «Лицом к будущему» здесь встречают как родных. Участники миссии и ульяновские доктора не скрывают радости, приветствуя друг друга. Hello. Good to see you. Познакомились? Нет? Девочки, это директор перинатального центра, который пока еще строится все еще. Oh, yes. Here? Just Там. Oh, that's the other side. Да. Ah, good. Хорошо. Марина. We will want to go over and look around. His name Марина. That's Marina. Very good. So nice to meet you. Позади 5 лет совместной работы, десятки сложнейших операций и слова благодарности не только пациентов, но и коллег. Весь проект «Лицом к будущему» — это в первую очередь колоссальный обмен опытом. Хирурги из Канады и Америки не ограничиваются помощью лишь на время приезда, но и продолжают консультировать дистанционно, а также стараются привлекать новых врачей. В этом году в составе команды прибыли руководитель миссии, президент Канадского фонда пластической и восстановительной хирургии лица Университета Торонто Питер Адамсон, доктор медицины, профессор хирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии Алуинка Алутое, адъюнкт профессор хирургии Пол Минфи, доктор медицины, детский уролог-педиатр Эрик Джонс, директор Центра пластической хирургии лица профессор Энтони Бриссет, операционные техники Хезер Лиард и Алуинка Алутое-младший. Собравшись за круглым столом в кабинете главного врача Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Фроловича Горячева, участники проекта вспомнили, как начиналось это сотрудничество, которое с годами переросло в крепкую дружбу. Питер помнит очень хорошо, как он сюда в первый раз приехал. И тоже вот в этой самой комнате. Помню, Александр, вы там вон сидели. And we did not know each other, И мы any совсем of не знали us. друг друга. And everyone probably wondered what is going to happen out И of все all of думали, this. что из этого вообще может получиться. And I think I can speak for everyone on our team Могу говорить на in правах всей saying we've been команды. looking forward with much enthusiasm Мы ждем это намного уже сильнее и больше, с To большим join you энтузиазмом, again. чтобы снова приезжать сюда. and we realize that it takes a tremendous amount of work Мы понимаем, что on очень everyone's много part работы here затрачено, от каждого человека вложено очень много, to prepare for our visit. чтобы подготовить наш визит. And we're very grateful for the opportunity Поэтому очень come, благодарны за эту возможность, чтобы сюда приехать, learn together, вместе обучаться, take care of the children together. позаботиться о детях. And we come, as I said a few moments ago, with a real sense of coming home. Каждый раз, когда мы приезжаем, такое ощущение, что мы приезжаем домой. Как дома чувствуют себя в Ульяновске и другие участники благотворительной миссии. It's been my pleasure to come here now for several years, and now each year seems like a reunion. Я очень рад приезжать сюда каждый год, и каждый год это как будто воссоединение. And indeed, it seems more like a family reunion because you're seeing people that you're developing close relationships with, and you feel and you love them. И в этом году кажется, что это воссоединение семьи, потому что вы встречаете людей, с которыми вы построили уже такие близкие отношения, и поэтому очень рады их снова видеть. И мне очень нравится, что мы работаем опять с теми же докторами, продолжаем работать с теми же пациентами и можем понаблюдать, что с ними произошло, как продолжается их жизнь. Я всегда безумно рада видеть своих старых друзей здесь. The one thing that was missing from my life last year was our trip to Ulyanov for myself. Если уж о чем-то я и скучал в том году, так это о поездке сюда, в Ульяновск. Операционный техник Хезер Лиард тоже выразила всем слова благодарности и озвучила, что для нее значит участие в проекте. Рада, что у меня снова появилась возможность вернуться в этом году. It has become very important to me and holds a place in my heart to come and help everyone with this good thing that we do. Для меня на самом деле это очень важно, занимает особое место в моем сердце, это помощь детям. Профессор хирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии Алуинка Алутое в этом году приехал не один. Врач мирового уровня привез в Ульяновск своего сына, который пока еще является студентом, но в будущем собирается стать высококлассным хирургом, как его отец. Здорово возвращаться сюда каждый раз, каждый год. As our chief has said, it's like coming back home every time we come. Как Питер сказал, то, что да, это действительно так возвращение домой.
And it feels so much like home that, as Anna said, we're glad to bring the next generation. И он действительно настолько почувствовал себя здесь как дома, что решил свое следующее молодое поколение привести в этот раз с собой. Just like last year, Paul brought his son Chris. И как 2 года назад Пол приезжал со своим сыном. And this year I'm fortunate and blessed that Dr. Anderson has permitted me to bring my son as well. И в этом году я очень рада, что доктор Андерсон разрешил взять меня своего сына с собой. 5 лет назад по приглашению депутата Государственной Думы Владислава Третьяка группа специалистов проекта впервые приехала в Ульяновскую область. В 2014 году был заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве правительства Ульяновской области и канадского фонда «Лицом к будущему» в сфере здравоохранения и социальных услуг. Сегодня за круглым столом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов признается, что дорожит теми теплыми отношениями, которые сложились между регионом и врачами с мировым именем за эти годы. Очень важно, чтобы не только наши дети получали уникальную помощь, но и ульяновские доктора, не выезжая за пределы региона, могли перенять и затем использовать в каждодневной работе передовой опыт, отмечает Сергей Морозов. Мы продолжаем вместе с вами реализацию одного из самых, наверное, лучших таких социальных проектов, о котором знают все, и руководство Российской Федерации, и огромное количество специалистов, да и людей. На мой взгляд, мы хорошо подготовились и надеюсь, что те несколько дней, которые вы проведете здесь в трудах и заботах в России, вам запомнится не только по рабочему месту, но и на отдых. Спасибо еще раз вам. Питер Адамсон отметил, что большое значение в работе имеют личные взаимоотношения. Понимаете, все строится на взаимоотношении, и уже вот с этими 5 годами мы выстроили очень теплые дружественные отношения абсолютно со всеми. Это позволяет нам двигаться вперед достаточно мягко и гладко, потому что здесь мы все друзья, и это нам помогает учиться друг от друга, и это способствует процессу лечения детей. Мы все согласимся с тем, что вот эти 5 лет это были очень удачные года для нашей миссии. И вот эта мини-годовщина позволяет нам посмотреть на это все, оценить, сколько много было уже вложено, и вдохновляет нас на все следующие года. Зарубежные коллеги и ульяновские медики делятся друг с другом своими методиками абсолютно открыто. Помогая детям с особо сложными случаями заболеваний, специалисты учатся друг у друга, консультации ведутся для детишек с врожденными и приобретенными дефектами лица и мочеполовой системы. В этот раз их было более 50. How are you doing? Как дела? Хорошо. You studying hard in school? Хорошо учишься в школе? Yeah, good. A lot of show. Good. What subject do you like the most? Какой предмет тебе нравится больше? Oh, good. Воспитаннице детского дома «Соловьиная роща» Елене в этом году предстоит 3-я операция. Но девочка не боится, потому что доверяет врачам. Мы хотим большое спасибо сказать всем врачам, приезжающим из Америки, за то, что нас уже 2-й раз оперировали. У нас все хорошо, все удачно. И хотим всем сказать спасибо. Давай вместе. Спасибо. 12-летняя Светлана Саранцева родилась без ушка, только с мочкой. Девочка попала под наблюдение канадских врачей еще в первый их визит в наш регион. Формирование уха происходит в несколько этапов. Сейчас Светлане, как и Елене, предстоит 3-я операция. Очередной раз приехали на операцию. Большое спасибо губернатору Сергею Ивановичу Морозову за то, что создал вот это, за то, что приглашает докторов без границ. Большое спасибо врачам. Операции нам проведены успешно, все у нас замечательно. Если бы не вот эта организация этого всего, то у нас бы не было такой возможности сделать такие операции. Большое всем спасибо. Каждый год это сложнейшие операции, консультации, осмотры десятков ребят, а для родителей большая надежда на то, что их дети смогут жить полноценной жизнью, не прятать лица и открыто улыбаться. В 2017 году в рамках 5-й миссии совместными усилиями ульяновских и канадских специалистов прооперировано 27 детей. Для ульяновского здравоохранения реализация проекта «Лицом к будущему» — это большая возможность для внедрения новых технологий в практику. В этом году исполнилось 5 лет нашему совместному сотрудничеству фонда «Лицом к будущему» под руководством Питера Адамсона и областной детской клинической больницы. Мы очень благодарны Третьяку и нашему губернатору Сергею Ивановичу Морозову, благодаря которым вот эта вот миссия, эта работа состоялась. Благодарны потому, что мы познакомились с высококлассными хирургами и профессионалами, чье имя известно по всему миру, а не только в Канаде. Благодарны потому, что наши дети
медики Ульяновской области получили такую возможность, чтобы их прооперировали такие маститые, такие профессиональные доктора. Потому что у многих из этих детей были патологии и проблемы достаточно серьезные, проблемы, с которыми даже, скажем, не брали некоторых детей даже в Германии на операции. А здесь эту помощь наши детишки получили. Всего за 5 лет проконсультировано около 400 пациентов, около 200 прооперировано. Кроме этого, наши доктора получили громадную возможность перенимать опыт у своих коллег, консультироваться, как в том или ином случае проводить какие-либо операции или, может быть, ведение пациентов. Это очень здорово, что мы все, и дети Ульяновской области, и медицинские работники, имеем такую замечательную возможность, как общение с нашими канадскими докторами. Хочу от лица всех нас, медицинского сообщества, от лица наших маленьких пациентов и их родителей сказать большое спасибо всем, благодаря кому эта миссия состоялась. Будьте здоровы, будьте счастливы. И хочется сказать, как всегда, до новых встреч. Я думаю, что следующий 10-летний юбилей у нас обязательно будет. Перед отъездом зарубежные коллеги поделились впечатлением от посещения нашего региона. Канадским врачам нравится историческое наследие Ульяновской области, ведь за эти годы они побывали во многих музеях, где узнали историю нашего города, на концертах. В этом году незабываемое впечатление у гостей осталось от посещения картинг-холла. Врачи поблагодарили ульяновских медиков за гостеприимный прием и выразили надежду на встречу в следующем году.